О чем молчат куклы? Под таким названием в историко-краеведческом музее поселка Хандыга проходит выставка авторских кукол. Представлено около сотни работ местных мастериц. Изготовление кукол по-своему особенный вид творческой работы. Кукольник – это и художник, и мастер декоративно-прикладного искусства. Елена Нечаева участвует в такой выставке впервые. Кукольным делом она занимается уже на протяжении 3 лет. Начинала с текстильных тильд, а сейчас перешла на пластику и уже мечтает о шарнирных куклах. У меня мальчики, да. Ну, вообще я слышала такое, что творение куклы – это тоска по неродившейся девочке. Может быть, это было толчком. Среди участников, как уже опытные мастерицы Наталья Шарьер, Надежда Черепанова, работы которых отличаются многообразием техники, манеры исполнения, так и начинающие. 18-летняя Валентина Яковлева и уже вышедшая на заслуженный отдых Наталья Иванова. Когда я ребятам, девочкам задаю вопросы, наша выставка называется «О чем молчат куклы?». Как вы думаете, о чем задумались куклы, о чем они молчат? И практически все отвечают, что кукла думает о своей хозяйке, скучает о своей хозяйке. Вот они пришли, посмотрели где-то с классом или с подружками, потом радует то, что они приходят к нам еще раз посмотреть, что-то пофотографировать. Выставку авторской куклы историко-краеведческий музей организовал совместно с тампонским отделением «Матери России». И это уже вторая, проводимая в стенах открывшегося недавно музея. В декабре стартует 3-я новогодних экспозиций. Елочная игрушка эпохи СССР, новогодние авторские поделки из подручных средств. И такие выставки творчества местных мастеров будут продолжены, чтобы хандыгчане и гости увидели, как много талантливых людей, живущих рядом. Мария Винокурова, Хандыга, специально для программы «Новый день».